Первым мероприятием в программе стала встреча с генеральным директором акционерного общества «ГЛОНАСС». Совещание стало особенно актуальным на фоне выхода зарубежных компаний с российского рынка. Теперь работа отечественного «ГЛОНАСС» на территории республики стала стратегически важным вопросом. Самый большой регион в России, которым является Саха, Якутия, может стать для нас приоритетом, потому что то есть мы работаем со многими регионами, но вот специфических проектов для этих регионов у нас мало. Однако здесь о каких-то проектах речь пока не идет. А между тем уже есть конкретные промежуточные результаты. Так было подписано трехстороннее соглашение с Фондом развития социальных инициатив и школой Сколково. Документ подразумевает подготовку высококвалифицированных управленческих кадров в республике, исходя из запросов самого региона. На прошлом ВЭФе программу, которая называется «Муравьев-Амурский», подготовка управленческих кадров для Дальнего Востока. Это 50 человек, отобранных тщательным образом, которые теперь учатся. Прошло 3 модуля, и мы подошли к той стадии, когда думаем о будущем трудоустройстве, так как программа предполагает 2 года трудоустройства после окончания программы. И первый регион, с которым мы подписались сегодня, это Якутия. Работа делегации коснулась и модернизации почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районов. Здесь в рамках подписанного соглашения с Почтой России в республике будет реализован ряд мероприятий. Как подчеркнули представители компании, Якутия всегда оказывает поддержку Почте России, в том числе и по вопросам реализации социальных проектов. Во-первых, я хочу поблагодарить главу Республики Саха-Якутия за его поддержку. Почта России, он поддерживает нас во всех наших проектах, которые мы реализовываем в республике. И с 1 сентября мы запустили также проект по поддержке пенсионеров. Теперь почтальоны будут помогать пенсионерам. Мы запускаем проект в этом году «Дистанционная доставка лекарств». Из отделения Почты России можно будет заказать дистанционное лекарство, и почтальон ее доставит на дом тем людям, которые не могут, например, прийти в аптеку. Пожалуй, важнейшим событием для развития промышленности региона на нынешнем форуме стал запуск работы Сылахского угольного разреза. Прогнозируется, что объем добычи угля на предприятии достигнет 6,5 тонн в год, а объем продукции после обогащения составит 4,5 тонны коксующегося угля. Эта площадка для нас счастливая, я честно скажу, потому что на полях форума были инициированы и стартовали крупнейшие инвестиционные проекты, ставшие уже частью успеха экономики республики. И уверен, что вот и проект освоения Сылахского месторождения, который сейчас стартовал, в ближайшие годы тоже станет одним из локомотивов по развитию угольной промышленности и Дальнего Востока, и целой страны. Такими стали результаты первых часов работы Восточного экономического форума. Впереди еще несколько дней насыщенной программы по множеству направлений развития региона. Промышленность, транспорт, инновации, строительство и многое другое. Будет возможность перенять удачный опыт и других регионов. В общем, в ближайшие дни именно форум диктует, как сложится судьба Дальнего Востока. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Владивосток.